Да, талант. А она, ну, техничная, усидчивая. Только этого мало. Зануда. Да ты просто завидуешь, Крачевская. Маша лучшая на курсе, об этом все знают. Да и вообще, они с Марком отличный дуэт. Скажешь еще. Танька, ну ты же ревнуешь. Вот было бы кому. Что Лаврова бровки нахмурила? Темп во второй части. Там нужно было быстрее играть. Иннокентий Францевич, можно мы еще раз попробуем? Я же говорила, зануда и выскочка. Марк, а ты как думаешь? Если Маша хочет, можем еще разок сыграть. Трудолюбие, упорство, вне всяких сомнений, очень ценные качества для музыканта. Но, Маш, во всем нужно чувство меры. Это как вкус. Никогда не должен изменять. И вы тоже, племя молодое, незнакомое, запомните это. Иннокентий Францевич, мы не устали. Правда же, Марк? Нельзя перенапрягаться перед конкурсом. Так, Лаврова, живо, ноты в папку и бегом в парк, на свежий воздух. Марк, в самом конце первой части, где переход на стаккато, ты опять сбился. Поэтому мы и просили в темпе. Но я же не виноват, что ты такая красивая. При чем здесь это? При том, что я не могу ни о какой музыке думать, когда ты рядом. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Только это чувство мне не мешает, а наоборот помогает играть. Но может потому, что мужчины и женщины по-разному устроены? Маш, у меня предки на дачу уехали на 2 дня. Я подумал, может, мы могли бы вдвоем побыть? Марк, зачем ты опять эту тему заводишь? Зачем? Угу. Потому что мы 2 года вместе играем. Мы год встречаемся, а продолжаем за ручки ходить. Не нравится, можем не ходить. Почему только после свадьбы? Разве это важно? Когда это случится, если люди любят друг друга? Марк, для кого-то может быть и не важно. Для меня важно. Понимаешь? Мой автобус. Я побежала. Все, пока. Пока. Позвонишь вечером, хорошо? Ты сегодня отлично играл. А Маша недовольна. Ой, ты как будто и не знаешь. Просто выпендривается. Нет, она не такая. Ты просто этого не замечаешь. Слушай, а пойдем в парк? Профессор прав, тебе надо отдохнуть перед конкурсом. Привет, девчонки! Привет! Как там дома? Ой, там такое. Мама праздничный ужин готовит. И на всех ругается. Вот что-то сделать надо. Так никого нет. А папа где? Папа дома, только он занят. Фильм для бабушки делает. Побегу выручать твою маму. Маш, а можно я не поеду в этот дурацкий лагерь? Ну вот Нелю же никуда не отправляют. Сонечка, знаешь, я такие вопросы не решаю. Потому что я всего лишь твоя тетя. Мама с папой главней. Да, Нелли? Маш, мама не разрешает мне больше музыкой с тобой заниматься. То есть как? Почему? Она говорит, что бесплатно уже стыдно ходить. Оплатить за занятия мы не можем. Послушай меня.
Я позвоню твоей маме, и мы обо всем с ней договоримся. Хорошо? Надюш, привет. Привет. Представляешь, Неллина мама запретила ей со мной заниматься. Ну, говорит, что бесплатно неловко. Но я ее уговорила. Ну надо же. Неужели разрешила? Ой, Машка, ты у нас уникум. Мне кажется, это она должна была тебя уговаривать, а не ты ее. Надь, ты не понимаешь, у девочки абсолютный слух. Зато ты у нас все понимаешь. Ты зачем всю морковку съела? А ну давай еще нарезай. Так, Машка, привет. Какая ты у нас красотка сегодня. Ну-ка давай, передай привет маме. Мамочка, привет. Вот это две очаровательные дочки нашей именинницы. Вот старшая Надежда. Между прочим, моя любимая жена. Сереж, ну не надо, ты же знаешь, я этого не люблю. Умница, красавица и подающий надеждой молодой ученый. А вот это наша младшенькая Мария, тоже умница, тоже красавица. Скоро станет всемирно известной пианисткой. Да, на радость именинницы, ну и нам тоже. Так, девочки, встаньте сюда. Туда, вставайте, встаньте. Давайте, скажите что-нибудь маме. Давайте. Мамочка любимая, мы поздравляем тебя с днем твоего рождения. Ты у нас самая лучшая, и мы тебя очень, очень любим. Так, ну и я со своей стороны присоединяюсь к поздравлению. Мы вас любим. Ура! Мамочка любимая, мы поздравляем тебя с днем твоего рождения. Ты у нас самая лучшая, и мы тебя очень, очень любим. Ну и я в свою очередь присоединяюсь к поздравлению. Мы вас любим. Ура! Я чувствую себя девчонкой. Торты, свечки. И мои родные, самые любимые, самые близкие мои люди. Спасибо вам. Вот о таком, именно таком днем рождения я всегда мечтала. Только папы с нами нет. Сейчас вылетит птичка. О, молодцы. Получилось. Маша, не спишь? Ты что-то хотела? Мам, что-то случилось? Да нет, все в порядке. Машенька, скажи, а у тебя с Марком все хорошо? Почему ты спрашиваешь? Да так показалось. Ты же в дневник писала сейчас, да? Я давно заметила, когда ты о своем дневнике вспоминаешь, значит, что-то тебя беспокоит, правда? У нас все хорошо, мам. Просто Марк, он очень торопится. Ну, ты понимаешь, о чем я?
Да, понимаю. Я ему сразу сказала, что до свадьбы у нас ничего не будет, а он… Послушай, скажи мне, ты его любишь? Да, люблю, наверное. Так, наверное, или любишь? Послушай меня, доченька. Вот если ты не уверена, что Марк это тот самый, тот единственный твой на всю жизнь, не надо торопиться, хорошо? Машка, у тебя еще все впереди. А температурный режим в реакторе с клетками проверяли? Трофимов сказал, что все в норме. Ну что-то же мы все-таки не учли, раз это произошло. Да, мне тоже очень хочется узнать, что же там произошло. Если людей в 6 часов утра на работу дергают. Мам, ну я же тебе говорила, этот эксперимент – это полгода нашей работы. Сейчас он под угрозой срыва. Мне всегда было интересно, чем вы там занимаетесь. Ну, я же тебе рассказывала. Мы изучаем законы, по которым существуют и делятся клетки человеческого организма. Морфогенез называется. Сейчас мы хотим понять, почему эти клетки ведут себя не так, как мы предполагали. Сереженька, ты потом об этом и маме расскажешь. Давай, побежали. Хорошо, побежали. Ой, подождите, а как же Сонечка? Сегодня же заезд в лагерь. Ничего, завтра отвезем. Я позвоню директору лагеря и договорюсь. Нет, Сережа, это очень плохая идея. Сами подумайте. Ну, дети сегодня встретятся. Они познакомятся, подружатся. И что? Когда Соня приедет, она будет ходить в этом лагере одна. Между прочим, она и так туда ехать не хочет. Мам, ну сегодня у нас никак не получится. А давайте я с Машей ее отвезу. Если ты, конечно, машину дашь. Конечно, да. Только, Анна Ивановна, я вас прошу, пожалуйста, поосторожнее, хорошо? Я машину водила, когда ты еще под стол ходил, да. У меня 20 лет водительского стажа. Мамочка, спасибо тебе большое. Я прям не знаю, что бы мы без тебя делали. Мамочка, поцелуй от нас Сонечку, когда проснется, ладно? И скажи, что мы завтра к ней обязательно приедем. Да, хорошо. Хорошего дня. Сонечка, милая, укачала? Давайте открывайте дверь, проветрим. Соня, родная моя, ну, послушай меня. Я не хочу никого слушать. Вы все предатели. И ты предательница. Обещали, если за год ни одной тройки не плачу, то не поеду в этот дурацкий лагерь. Подожди, Соня. Разве я тебе такое обещала? А теперь пообещаю. Слово дам. Какое? Побудешь в лагере ровно неделю. И если тебе не понравится, я обещаю, что я сама приеду с тобой и тебя сберу. Мама с папой не разрешат. А я у них даже спрашивать не буду. Ты же знаешь, что если я что-то решаю сделать, я делаю. Честно-причестно заберешь? Слово даю. Ну что, поехали? Закрывай. Да, алло. Да, это я. Дорожная служба? Да, это моя машина. А что случилось?
как авария? Где? Мама. Мама. Мам. Мам. Что с моей мамой? Ну скажите что-нибудь! Здрасте. Здрасте. Здравствуй. Извини, раньше не мог прийти. Директор срочно вызвал. Может, пойдем подождем Надю с Сергеем возле выхода? Пойдем. Мне поставили новую партнершу. Таню Грачевскую. Таня хорошая пианистка. Репертуар наш наизусть знает. Она же на всех репетициях сидела. Маш, честное слово, я не хотел. Я сказал, что без тебя никуда не поеду. Так директор разорался. Честь училища и все такое. Под конец вообще добавил, что если я откажусь, меня отчислят. Марк, ты должен ехать. Мы же столько готовились, и что получается все зря. Ты победишь. Вы с Таней победите. Сделай это ради меня. Хорошо. Если ты так хочешь, я поеду. Ради нашей любви. Тут такое дело, Маша. Нам предложили работу в столице. Современная лаборатория, мы о таком даже мечтать не могли. Здорово. Маш, ну ты же понимаешь, от таких предложений не отказываются. И мы очень хотим, чтобы ты поехала с нами. Ну, заживет твоя рука, будешь учиться в столице. На когда назначили операцию? Врач сказал, что оперировать будут после того, как снимут гипс, а это где-то недели через 2. Ну? Потом реабилитационный период. Ну вот, через месяц можем ехать все вместе. Ты, я, Сережа, Сонечка. Мы же одна семья. Знаете, как же Марк, училище, Иннокентий Францевич? Ну что, доктор? Пальцами пошевелите, пожалуйста. Немножко больно. Это нормально. Со временем кисть разработается. Доктор, я же вижу, что вы что-то не договариваете. Все основные функции восстановятся, но вы должны понимать, речь идет только о бытовых навыках. Вы хотите сказать, что теперь я не смогу стать пианисткой? Мне жаль вас огорчать,
Но вам нужно подумать о другой профессии. Играть вы, конечно, сможете, но только на любительском уровне. Ты играешь. Сенсацию года. Маша Лаврова и Марк Номов снова на сцене. Весной поедем в Прагу на конкурс, и там мы всех порвем. И мы бы сейчас порвали, если бы ты поехала, а не Грачевская. Ну чего ты? Ну это же здорово, мы снова дуэт. Марк, врачи сказали, что я никогда не смогу играть так, как раньше. Но врачи могут ошибаться. Вот ты где. А я тебя по всему училищу ищу. Выйди, нужно поговорить. Давай попозже, я занят сейчас. Ну, хорошо. Раз ты занят, тогда вот. Что это? Справка от врача. Я беременна, Марк. Поздравляю тебя. Маш, иди ужинать. Что-то случилось, Маш? Я еду с вами. Вот и правильно. Вот молодец, нечего тебе здесь одной оставаться. Что ты? Что ты? Чем заниматься там будешь? Пока не решила. Но точно не музыкой. Играть я больше не смогу. Послушай, Машенька. Вот только не надо меня утешать, Иннокентий Францевич. Мне врач уже все по полочкам разложил. Что это у вас за молодежи, за привычка старших перебивать? Ты, Лаврова, моя лучшая ученица. И поверь, мне очень больно, что твоим, да что там говорить, и моим надеждам не суждено сбыться. Я тебя очень хорошо понимаю. Сейчас тебе кажется, что жизнь рухнула. Ты потеряла маму, потеряла мечту, тебя предал Марк. Но ты справишься. Ты сильная. Ты просто сама еще не знаешь, какая ты сильная. Ты лучше всех. Ну и что? Какая теперь разница? Вы говорили, что нужно идти к своей цели, добиваться ее. Я шла. А теперь? Что теперь делать? Цели в жизни могут меняться. Когда все уляжется, ты увидишь, что перед тобой открылись новые возможности. Хотя сейчас тебе в это трудно, даже невозможно поверить. В жизни, девочка, много дорог. И ты обязательно найдешь свою. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие дети и их родители, я прошу тишины. Я поздравляю вас с началом учебного года!
Коллеги, мне только что звонили из Департамента образования. По итогам прошлого года Министерство образования удостоило нашу Марию Лаврову почетным званием «Учитель года». Поздравляю! Мария Алексеевна, я вас поздравляю. Мы вами очень гордимся. Каждый год на это звание претендуют сотни педагогов нашей страны. И, конечно, для нашей музыкальной школы это большая честь. Я очень надеюсь, Мария Алексеевна, что вы оправдаете доверие. Ну, обещать не буду, но постараюсь. Ну что же, церемония награждения пройдет через неделю. А сегодня к нам приедут телевизионщики, чтобы подготовиться к съемке. Я очень рад. Спасибо большое, Иннокентий Францович. Не знаю, что бы со мной было, если бы не ваша поддержка. Коллеги, к сожалению, есть и не очень хорошие новости. Министерство образования сократило нашей музыкальной школе дотации на бюджетные места практически вдвое. Коллеги, убедительная просьба ко всем. К понедельнику подготовьте мне списки бюджетников, которые пойдут на сокращение. Ладно, тогда я буду заниматься со своими детьми в свободное время. У вас, видимо, очень много свободного времени, Мария Алексеевна. Я надеюсь, вы понимаете, что эта инициатива вам не будет оплачена. Отлично понимаю. Но решение своего не изменю. Микрофон поставим сюда. Вначале запишем синхрон, а потом я возьму интервью. Да, хорошо. О, а вот и наша героиня собственной персоной. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Я набросал вопросы для интервью. Мы можем где-нибудь обсудить? Да, сейчас свободна 27-я аудитория. Возьмите ключи на вахте. И да, Мария Алексеевна, Валерий Петрович звонил и просил, чтобы вы завтра часов в 10 явились к нему. К Тищенко? Зачем? Ну, вы у нас теперь знаменитость. Думаю, что хочет поздравить лично. Что ты подумала? Андрюш, послушай. Я не хочу ничего слушать. Сейчас или никогда. Нет, ты все-таки послушай. Петя мой ученик, а ты официально не развелся с его мамой. Если в школе узнают, что я живу с женатым отцом своего ученика, ты хоть понимаешь, чем мне это грозит? Ну, я же не виноват, что моя жена в этой своей Америке как в воду канула, а без нее мне развод из опеки не дает, он же несовершеннолетний. Маш, ну я правда, я занимаюсь этим, и как только она вернется, я получу развод. Ну, неужели из этой ерунды мы не можем быть счастливы? Андрюш, пожалуйста, не торопи меня. Давай вернемся к этому разговору после награждения. Хорошо. Ты же сам понимаешь, что я очень-очень этого хочу. Да-да. Андрей, мы закончили, машина ждет. Да, хорошо, я сейчас иду. Люблю тебя. Я тебя.
всегда. Работа, работа, еще раз работа. А у тебя какие новости? Представляешь, меня выбрали учителем года. Сейчас телевизионщики приезжали, через неделю будут награждать. Вот это новость, Машка! Как же это здорово, я тебя поздравляю. Машка стала учителем года. Машка, привет. Да, ты умничка. Я, конечно, не очень хорошо понимаю, что это значит, но я за тебя очень рад. Все, даю сестру. Пока. Я ему потом объясню, что это значит. Машка, ты у нас молодец. Надюш, я очень хочу, чтобы вы приехали на награждение. Я очень соскучилась. Мы постараемся. Хотя у нас сейчас Дайте мне, очень пожалуйста, сложный период, но мы постараемся. Буду очень ждать. Соня, привет. Целую, сестричка. Мы же постараемся. Надюш, я, конечно, тоже по Машке соскучился, но ты же знаешь, я сейчас никуда не могу уехать. Сереж, между прочим, этой лабораторией заведуешь ты. И спокойно можешь отпустить себя, да и меня тоже. Да ничего, без нас здесь не рухнет. Поручим все контролировать, и Елена справится. Вы же справитесь, Элечка? Думаю, да. Но если Сергей Анатольевич беспокоится... Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Элечка, не принимайте, пожалуйста, на свой счет. Сереж, ну сколько лет мы с Машкой не виделись? Ты хоть помнишь? 5 лет. Ну неужели для тебя работа важнее семьи? Наденька, это бессмысленный разговор. Мы с тобой как заправские шпионы. Честно говоря, мне это совсем не радует. Есть хочешь? Честно, очень. Я сегодня даже пообедать не успела. День был такой суматошный. Так. Держи. Ты хочешь, чтобы мы поужинали прямо здесь? В твоей машине вот этим? А у тебя есть другие предложения? Да нет, просто это немного странно. Я вот с детства люблю кильку в томате. Вот именно кильку и именно в томате. Почему-то подумал, что ты тоже ее любишь. Ага. Ладно. Плохая идея. Хорошо, поехали в ресторан. Нет, Андрей. Я тоже очень люблю кильку в томате. Правда. У тебя есть хлеб? Хлеб. Ну, конечно, есть. Открывай. Я? Ну да. Ладно. Не нравится? Нравится. Очень нравится. Маш, ты выйдешь за меня? Ну, когда это все закончится? Ну, вот этот развод мой. Выйду.
Девушка, подождите. Здравствуйте, Валерий Петрович. Мне сказали, вы меня вызывали? Не вызывал, Мария Алексеевна. А пригласил, чтобы поздравить лично, без посторонних глаз, без лишнего, так сказать, официоза. Все-таки официальное награждение не совсем та ситуация, где будет удобно пообщаться с глазу на глаз. Спасибо. А позвольте пожать вам нашу прелестную ручку. Мария Алексеевна, Мария Алексеевна, Мария Алексеевна, Машенька. Проходите. Люба, сделайте кофе. А может быть, шампанское по такому поводу, а? Спасибо, мне еще на работу. Дорогая моя Мария Алексеевна, что же такая скучная? Ведь не каждый же день вас приглашают начальство, да еще по такому-то поводу. Если бы вы знали, как я горжусь тем, что вы, кандидатура, которую я лично подавал в министерство, в итоге получит такое звание. Не знали, Мария Алексеевна? Да, я тоже имею некоторое отношение к вашему успеху. Не знала, спасибо. Но знаете, как-то немного странно получается, когда одной рукой награды раздают, а другой детям из малообеспеченных семей не дают возможности учиться. Да, я сам возмущен этим безобразием, но, увы, к сожалению, ничего не могу поделать. Приказ пришел из Министерства образования, Мария Алексеевна. Валерий Петрович. Да. Если школе не вернут дотации, я откажусь от звания. И пусть Министерство образования награждает кого-нибудь другого. В каком смысле? В прямом. Ну, вы представляете, как я буду детям в глаза смотреть? Учитель года. Так, давайте успокоимся и не будем пороть газеты. Я спокойна. Так, послушайте. На той неделе у меня совещание с министром. И я вам обещаю, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы в музыкальной школе вернули дотации. И это не просто обещание, а слово главы департамента образования. Ну и вы, Машенька, пообещаете, что церемония награждения пройдет без эксцессов и разного рода скандальных заявлений. Договорились? То есть я могу сказать учителям, что вопрос будет решен? Да, я сам позвоню Лилии Борисовне. Спасибо вам большое. Да, как же кофе? Букет? В другой раз. До свидания. Спасибо большое за поздравления. Надюш, поздравляю тебя, мое солнышко. Спасибо тебе большое. Слушай, очень красиво. И к колечку очень подходит. Машка, а ну-ка посмотри на меня. Это же подарок. И не просто подарок. Машка, ты что? Что ж ты молчишь? А ну давай рассказывай. Ну, а что рассказывать? Все. Я тебя завтра с ним и познакомлю. По поручению министра культуры и от себя лично позвольте поздравить вас с высоким званием «Учитель года» и вручить наградную статуэтку и диплом. Поздравляю! От всей души поздравляю! Машу крупным планом возьми. Огромное спасибо моему дорогому учителю Иннокентию Францевичу, который поверил в меня и поддержал, когда мне было очень-очень тяжело. Спасибо вам, профессор. Спасибо. Спасибо. Здравствуй, Эльза. Марк, Привет, Маша. здравствуй. Какими судьбами? Я слышала, ты давно в столице живешь, у тебя все отлично. Да, так и есть. Но я же не мог пропустить такое событие.
Поздравляю. Спасибо. Ты не изменилась. Все такая же красивая. Кто-то из великих сказал, что музыка – это язык души. От себя я хочу добавить, что если Ты меня обещала кое с кем познакомить. Ну, потерпи немножко. прекрасные, талантливые педагоги, Показать-то ты мне его можешь, ты говорила официально. Мария Алексеевна Лаврова, она, Возле как и все видеокамеры мы, разговаривает с оператором. искренне предана нашему Он тележурналист. Снимает репортаж на нашем телевидении. является, я не побоюсь этого слова, Надь! настоящий Ты сейчас его насквозь своим взглядом прожжешь. Ну, хватит так разглядывать. А что за мальчик рядом с ним? Петя, его сын. Мой ученик. Пойди скажи Маше, что мы ее ждем в машине. музыкально-образовательных. Значит так, сейчас снимаем синхрон с Тищенко и сворачиваемся. Завтра монтаж вместе. Так что растить молодые таланты. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Представляет нашу страну на престижных музыкальных международных конкурсах. До свидания, Мария Алексеевна. До свидания, Петенька. Как наш новоиспеченный лауреат Мария Алексеевна Лаврова. Она, как и все мы, А он что здесь делает? Сказал, что якобы приехал меня поздравить. Что-то мне с трудом в это верится. Мне тоже, но, если честно, совсем не интересно. За будущее наших детей можно быть спокойными. Потому что если серьезно, но человек, который Уходим, пока они обо мне не вспомнили. чувствует и понимает музыку, никогда не сделает полностью. Красота. Какие же вы молодцы. Папа говорит, что мужчины лучшие кулинары. Идем, кулинар. Это еще не все. Я помогу? Сиди, женщина. Твое место на сцене, а не на кухне. Пойдем. Маш, мне очень нравится твой Андрей. И Петечка просто прелесть. Умничка, воспитанный. И, по-моему, очень хорошо к тебе относится. А это знаешь, как важно? Надь, Андрей хочет, чтобы мы жили вместе. Предлагает мне к нему переехать. А ты? Я тоже очень хочу, но он еще не развелся. Он женат? Угу. Подожди. Ничего не понимаю. Жена Андрея 2 года назад сбежала в Нью-Йорк с каким-то американцем. И с тех пор не появлялась. Ни разу не писала, не позвонила. Представляешь, бросила сына и забыла. Андрей ее ищет, чтобы развестись, а она в соцсети давно не заходит, ни на одно сообщение не отвечает, номер телефона сменил. Ну, это другое дело. Рано или поздно Андрей все равно разведется, и вы поженитесь. Так что же тебя останавливает? Ну, не прошлый же век. Ты уже взрослая девочка. И в жизни есть не только работа. Понимаешь? Ну, вот кто бы говорил. А ты с меня пример не бери. Знаешь что, я что-то устала. Хочу сегодня пораньше лечь. Я еще полчасика посижу и буду такси вызывать. А ты оставайся. Та-дам! Пап, а Маша теперь с нами будет жить? Ты бы этого хотел? Да, очень. Я тоже очень. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Что, идем? Пойдем. Петька, как же ты вырос. Ты просто настоящий мужчина. Привет, милый. Ты искал меня?
все бред какой-то. Я совсем не ожидал, что она вот так вот явится. Ты тут ни при чем, Андрей, не за что извиняться. Я во всем разберусь. Не нужно. При Пете и вообще я сейчас очень хочу уйти отсюда. Потом поговорим. Маш, я хотя бы провожу тебя. Не надо. Тебя там ждут. Петенька, сынок, смотри, что я тебе привезла. Пам-парам-пам, сюрприз! Круто! Мам, а ты насовсем приехала или опять едешь? Мы совсем мы хорошие. Я больше никогда от тебя не уеду. Мой дом там, где ты и папа. Сынок, пойди поиграй в своей комнате. Ну, пап, можно я тут побуду? Петь, пожалуйста. Нам с мамой поговорить надо. Как тебе кажется, я не поправилась? М? Что случилось? Зачем ты приехала? Ты же меня искал? Да, я искал, чтобы оформить развод. А зачем весь этот цирк нужен? Можно было предупредить о своем приезде. Ну какой цирк? Петя мой сын. Я соскучилась. А, да, ты так скучала, что за все это время ни разу с ним не поговорила. Андрюш, ну не начинай. Все очень сложно, я потом тебе все объясню. Главное, что я рассталась с Джеймсом. Все, с меня хватит. Какая же я была дура. Столько лет на него потратила. Кристина, мне это не интересно. Я хочу понять, что ты собираешься здесь делать. Ну, я буду искать работу. И, наверное, начну все сначала. Ты же мне поможешь? У меня, кроме тебя и Пети, больше никого нет. Я часто вспоминала и тебя, и Петю. Как нам было хорошо втроем. Ну да, конечно. Правда, я совершила огромную ошибку. Прости меня. Я очень виновата перед вами. Так все, Кристина, прекрати. Завтра мы пойдем в суд и подадим на развод. Хорошо. Как скажешь. Я могу занять спальню? Какую спальню? Ты что, с ума сошла? Ты не можешь спустя 2 года приехать и снова начать здесь жить. Андрюша, это и моя квартира тоже. И пока мы не развелись и не разменяли ее, я имею право. Мне просто больше некуда идти. Правда. Пап, можно мама останется? Пожалуйста. Ну, хорошо. Завтра поговорим. Пойдем, Петю. Уже опаздываем. Коллеги, после перевода Ивана Трофимовича в министерство наша школа практически 2 месяца работает без руководителя. И вот, наконец, я могу вам сообщить радостное известие. Мы обрели директора в лице Наумова Марка Викторовича, кстати, нашего выпускника. Спасибо, Елена Борисовна. Я теперь пару слов сам о себе скажу. Да-да, конечно, пожалуйста.
Приветствую вас еще раз всех. Приятно видеть знакомые лица здесь. И что сказать о себе? Последние 10 лет жил, работал в столице, руководил районным отделом образования. Вернулся в Раменск по приглашению Тищенко Валерия Петровича, главы вашего местного отдела образования. И честно вам скажу, потянул меня в родные пенаты. Очень надеюсь, что у нас сложатся профессиональные отношения, что мы приложим все силы, чтобы воспитать молодое поколение талантливых музыкантов. Даже не сомневайтесь, Марк Викторович, мы приложим к этому максимум усилий. И вообще мы все очень рады работать под началом такого опытного и прогрессивного руководителя, как вы. Вот и хорошо. Что ж, а я в свою очередь рад стать частью вашего коллектива. Как только войду в курс дел, мы еще раз соберемся, поймем, как жить дальше. Теперь все за работу? Да? Мария Алексеевна, вас на минутку, пожалуйста. Я вас догоню. Маш, мне показалось, или ты мне не рада? Просто не ожидала. Ты говорил, что только проездом. Проездом был. Да, честно сказать, когда Тищенко предложил должность, я не рассматривал всерьез. Потом увидел тебя. Все изменилось. Ты меня так и не простила? Я давно обо всем забыла. А я ничего не забыл. Мы, кстати, с Таней уже как 2 года развелись. Поэтому я абсолютно свободен. Даже не знаю, поздравлять тебя или сочувствовать. А ты как? Расскажи себе. Я слышал, ты не замужем? Марк, давай с тобой договоримся раз и навсегда. О личной жизни мы с тобой не разговариваем. Мы с тобой коллеги, и все. Подожди. Маш. Свадьба с Таней – это большая ошибка. Я бы все отдал, чтобы вернуться в прошлое и все исправить. Марк, ты ставишь из себя и меня в очень удобное положение. Правда. Маш. Машка. Давай сегодня сходим куда-то, поужинаем. Просто как старые друзья. Прости, у меня на вечер другие планы. В другой раз? Возможно. Хорошая. Хорошая. Привет, Маша. Привет. Я тебя жду. Я тебе звонил, ты трубку не берешь. Ты что, на меня обиделась? Нет, не обиделась. Просто день такой сумасшедший. Новый директор в школу пришел. Закрутилась, забыла перезвонить. Это все? Это все. Как у тебя дела? Маш, ну ты же знаешь, я тебя очень люблю. Очень хочу, чтобы мы были вместе. Андрей, это к чему? Маш, я все сделал для того, чтобы мы жили вместе. Ну, просто сейчас нужно немножко подождать. Подождать? Понимаешь, Петька очень скучал по маме. Конечно, он виду не подавал, но я же чувствовал, и сейчас он просто от нее не отходит. Я понимаю, она его мама. Да, мама, и тут такая ситуация, что ей некуда больше пойти. Я так понимаю, этот американец оставил ее без копейки денег, а квартира общая. Я не могу ее выставить, понимаешь? И что теперь, она будет жить с вами? Маш, ну ненадолго. Пока мы квартиру не разменяем. Завтра мы пойдем, подадим документы на развод. Андрей, если дело только в квартире, может, вы с Петей ко мне переедете? Он не хочет расставаться с Кристиной. Ну ты бы его сейчас видел. Ну, почему ты не хочешь меня понять, Маш? Андрей, я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Я люблю тебя. Очень. Но ты тоже постарайся меня понять. Делать вид, что все в порядке, я не могу. Поэтому давай с тобой договоримся. Ты занимаешься своими делами. Когда решишь, позвонишь мне. Хорошо?
А сейчас, прости, меня сестра дома ждет. Пока. Да нормально я себя чувствую, Михаил Ефимович. Слабость, ну, только по утрам. Таблетки пью, иммуностимуляторы тоже. Все, как вы назначили. Если буду чувствовать себя хуже, обязательно вам позвоню. Всего доброго, Михаил Ефимович. Спасибо вам. Надюша, привет. А что случилось? Ты заболела? Машка, слушай, я даже не слышала, как ты вошла. Надь, я все слышала. Пожалуйста, скажи мне правду. Да все нормально. Ну что ты так сполошилась? Если ты не хочешь говорить, тогда я позвоню Сергею и сама все узнаю. Подожди. Не надо. Я тебе все расскажу. Мы облучали остатки клеточного материала в радиационной комнате. Сначала все шло нормально, но вдруг приборы показали резкое колебание радиационного уровня. И что? Надевать защитный костюм не было времени. Я не поняла. Ты что, вошла туда? Надь, ты с ума сошла? Если бы я этого не сделала, годы работы пошли бы на смарку, и все пришлось бы начинать с нуля. В общем, я облучилась. Облучилась. Так вот, почему ты такая худая и бледная? Ну, перестань, малышка. Ты что? Смотри, я вполне жива, работаю, к тебе вот приехала. Что Сергей говорит? Он ничего не знает. Послушай, если Сережа узнает, он будет настаивать на том, чтобы я ушла с работы и легла в больницу. А я не могу сейчас, иначе все зря, понимаешь? Поэтому я молчу, и ты молчи. Надь, но как же так? Никаких «но». Это мое решение. Я очень хочу, чтобы ты его уважала. Ну, иди сюда. Иди. Послушай меня. Все будет хорошо. Я знаю. Не волнуйся, Надюш. Все в порядке. Все работают. Ну как там у вас? Машка, небось, совсем возгордилась своим званием? На хромой козе, наверное, теперь не подъедешь. Машуль, привет. А ты попробуй. Только пообещай, что от природы найдешь хромую козу, а то знаю я вас. А я тебе расписку напишу. В ходе эксперимента ни одно животное не пострадает. Хорошо. Сереженька, как там Сонечка? У нее сегодня промежуточный экзамен, кажется. Да не говорила ничего. Утром убежала и все. Надюш, не волнуйся. Все у нас хорошо. Завтра приедешь и сама в этом увидишься. Хорошо, я ей вечером сама позвоню. Тут мне Антонов уже пишет. Надо бежать. Значит так, я тебя завтра встречаю и уже дома обо всем поговорим, хорошо?
Ну все, пока. Надюшка, а что это за смешливая барышня была? А, это наша лаборантка Эля. Влюблена в Сережу по уши. Ну, ты же знаешь, все незамужние барышни в него влюбляются сходу. Всегда. Значит, ничего не меняется. А он по-прежнему любит только тебя, и больше ему никто не нужен. Счастливая вы, Надюшка. Понимаете друг друга. Дело у вас одно. Столько лет вместе. И жен нет никаких бывших. Да, счастливая. И у тебя так будет. Вот увидишь. О, Надюш, я тут вот помню, тебе этот шарф очень понравился. Маш, ну зачем так? Ну он же страшно дорогой. Возражения не принимаются. Чудо. Спасибо, моя хорошая. Надюш, я все думаю о том, что ты мне рассказала. Может, все-таки ты оставишь работу и расскажешь все Сереже? Маш, пойми ты, Сережа мне ничем помочь не сможет. Ну толку от того, что он будет страдать рядом со мной. Ты же знаешь, я терпеть могу, когда меня жалеют. Не сердись, сестренка. Просто мне очень-очень страшно за тебя. Здравствуй, Леш. А ты куда собрался? У тебя же сейчас урок сольфеджио. Светлана Сергеевна меня домой отправила. Сказала, каких-то дотаций нету, я теперь не могу заниматься. Дотации? Леш, ты не переживай, это какое-то недоразумение. Ты сегодня дома позанимайся, хорошо? А совсем скоро все уладится. Ага. До свидания, Мария Алексеевна. До свидания. Входите. Здравствуйте, Марк Викторович. Мне нужно с вами поговорить. Добрый день, Мария Алексеевна. Присаживайтесь. Вы не возражаете, я буду есть? У меня совещание через 20 минут. Ничего не меняется. Пирожки из нашей столовой прям как в наше время. Так вот, я только что встретила ученика школы, которого отправили домой. Потому что нет дотации. Его учительница ссылается на вас. Маш, у нас нет возможности учить детей бесплатно. К моему большому сожалению. Но этот вопрос держу под контролем, и как только я пойму… Но мне Тищенко лично обещал. Мария Алексеевна, я не занимаюсь финансовыми вопросами. Если вам обещал Тищенко, спросите у него. Спасибо, Марк Викторович. Обязательно спрошу. Сейчас пообедаем, сразу садись за урок. Договорились? Привет, мои мальчики. Вы как раз вовремя, обед уже почти готов. Петенька, иди, пожалуйста, к себе в комнату, переодевайся, мой ручки, приходи. Угу. Андрюш, а тебе нужно особое приглашение? Все же остывает. Я на работе пообедаю. Ой, ну перестань. У вас обеды делают из одних полуфабрикатов, а я все натуральное купила. Свежее. А помнишь, когда мы с тобой только поженились, я совсем не умела готовить. И все пересаливала. А ты ел и шутил, что это я из-за большой любви. Да, я все помню. Вот только не понимаю, почему ты вдруг в воспоминания ударилась. Раньше тебя вообще не волновало, как мы с Петькой живем без тебя. Андрюш, ну я же тебе уже говорила, что мне очень жаль. Ну неужели ты меня никогда не простишь? И, по-моему, ты не особенно меня ждал. Завел себе эту учительницу и привел постороннего человека в дом. Кристина, ты чего добиваешься, а? Я хочу сохранить нашу семью. Я люблю Петю. Тебя. Я хочу, я люблю. Я. Ты только о себе думаешь. Так вот, я люблю Машу и хочу развестись с тобой, чтобы жениться на ней. И твои вот эти уловки не идти в суд, я насквозь. Я действительно себя плохо чувствовала. Ну, наверное, акклиматизация.
И потом ты сам убежал на работу. Ну да, конечно, я еще во всем и виноват. Да, Кристина, ты совсем не меняешься. Валерий Петрович, здравствуйте. Валерий Петрович, вы обещали поговорить с министром образования и вернуть дотации. Здравствуйте, Мария Алексеевна. Вообще-то мой рабочий день окончен, но ради вас я так и быть задержусь. Подожди. Ну? Так чего вы хотели? Я бы хотела узнать, вернут ли школе финансирование. Вы же мне обещали. Да, обещал. А что мне оставалось? Этот шум ни к чему. Такого еще за всю историю не было, чтобы учитель года от звания отказывался. Это же скандал на всю страну. Комиссия из министерства, разбирательство. Да и вы, Мария Алексеевна, должны понимать, я человек подневольный. Пришло распоряжение от руководства, надо его выполнять. Так вот чего стоит ваше обещание. Вы же знаете, приказ пришел после того, как дети сдали экзамены и началась учеба. Это же незаконно. Ну, что законно, а что нет, не вам судить, моя дорогая. Эх, Мария Алексеевна, но не ожидал я от вас такой черной неблагодарности. Ведь я вас рекомендовал. А при чем тут ваши рекомендации? А при том, делаешь что-то хорошее, честно говоря, надеешься получить в ответ, так сказать, некую взаимность. Это вы на что намекаете? Да как вам не стыдно? Ну, Мария Алексеевна, вы же взрослая женщина, и тут такая наивность. Или вы на самом деле решили, что вы лучше всех, и эта награда досталась вам за какие-то реальные заслуги? Вы все сказали? А теперь я вам скажу. Для меня эти звания, должности не имеют никакого значения. И я даже готова забыть о вашем хамстве и о всем, что я сейчас услышала. Я просто никак не могу понять, как можно ломать жизнь талантливым детям только потому, что у их родителей не хватает денег. Я вам это просто так не оставлю. Вот только угрожать мне не надо. Так, ну, вроде ничего не забыла. Значит, Маш, мы договорились, да? На каникулах ты к нам. Ну сколько ты уже Соню не видела? Да и Сережа будет рад. Договорились, конечно. Андрей? А чего трубку не берешь? Может, он уже на развод подал, а ты так и не узнаешь. Надюшка не подал. Пишет, что скучает, хочет встретиться, а вот в суд они с женой так и не дошли. Ты только не дави на него. Он все сделает сам. Не дави, слышишь? Да слышу. Да мне сейчас не до этого. Мне бы со школы разобраться. Ой, неугомонная ты, Машка. Так, все, пора. Такси уже ждет, наверное. Ну тогда идем. Маш, ну совсем не обязательно ехать со мной на вокзал. Оставайся дома. Ничего со мной не случится. Надь, я просто хочу с тобой подольше побыть. Вот и все. Можно? Да. Ну тогда идем. 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 Маш, подожди, мне нужно с тобой поговорить. Ты зачем приехал? Ну, ты не оставляешь мне выбора. Не отвечаешь на звонки, сообщения, а я просто места себе не нахожу. Маша. Перестань, если кто-то увидит. Ну, если ты со мной не поговоришь, я встану на колени, тогда точно все увидят. Что ж ты делаешь? С ума сошел? Ну да. И в этом виноват только ты.
Столько цветов, что оранжерею ограбил. Ну, пока еще нет, но одно твое слово, я готов на все, что угодно. Ну, это чересчур. А за цветы спасибо. Очень красивые. Маш, не отталкивай меня. Я понял, я жить без тебя не могу. Я дышать без тебя не могу, да, Ты мне как воздух нужен. Я тебя очень, очень люблю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Я мама Пети Назаренко. А вы по какому вопросу? Я относительно вашей учительницы музыки моего сына. Лаврова, кажется, ее фамилия. И моего мужа. Ну что ж, проходите, садитесь. У нас в телевизионных кругах давно поговаривают, что Тищенко нечист на руку. Его давно подозревают в нецелевом использовании средств. У нас примерно год назад разоблачительный материал готовился, но там что-то произошло, и он не вышел в эфир. Раз этот материал есть, значит, его можно поднять. Но нужно же что-то делать. Конечно, нужно. Этот материал как раз мой друг готовил. Я сегодня ему позвоню и договорюсь. Спасибо тебе. Но что-то как маленькая. Нас никто не видит. Маш, как же я по тебе соскучился. Слушай, а поехали к тебе, а? Я ужин приготовлю, вино возьмем. К черту их всех, не буду отвечать. Андрей, ответь. Ну, вдруг что-то срочное. Алло? Что? Зачем? Я не могу прямо сейчас приехать. Отправь Петьку в аптеку. Ладно, давай. Кристина вешала шторы и упала со стула. Там что-то с ногой. Андрей, тебе нужно идти. Тебя дома ждут. Маш, ты чего? Андрей. Маш. Тогда я уйду. Андрюша, а я уснула, пока тебя ждала. А где Петька? Ой, он сегодня рано уснул, устал, набегался. Представляешь, если бы не Петька, я бы так и лежала под занавесками с подвернутой ногой. А он мне на кровать помог с пола перебраться, и в аптеку сбегал, и ногу помог перебинтовать. Даже не верится, что у нас с тобой такой взрослый сын. Кристина, ты думаешь, я не вижу, что ты специально впутываешь ребенка в наши отношения? Ты что, был с ней? Я был на работе. И вообще, что за допрос? Что же ты, Назаренко? Любовнице даже духов приличных не подаришь. На мне ты не экономил. Все, Кристина, закончили. Я не обязан перед тобой отчитываться. Ты мне жена только по паспорту. Я намерен это исправить в ближайшее время. Меня достали твои вечные отговорки. То ты больна, то на собеседование. Не хочешь все мирно решить? Хорошо. Я подам заявление на развод, а тебя вызовут повесткой в суд. Ты злой, потому что голодный. Я тебя сейчас покормлю. Ой. Ой.
С вами был Андрей Назаренко в авторской программе «Правда и ничего, кроме правды». Не обманывайте своих близких. Надюш, привет. Прости, что не позвонила. Как ты доехала? Как себя чувствуешь? Да, нормально. Сегодня уже на работе была. Сергей рядом? Да. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Если честно, ничего хорошего. Ни в школе, ни с Андреем тоже. Машка, ну ты чего? Не узнаю свою боевую сестренку. Я себя тоже не узнаю. Как Соня, Сергей? Соня с подружками В кино пошла. Привет передавай. Сережа тебе передает привет. Ему тоже привет. Люблю вас, ребят. И мы тебя. Ладно, Марусь, не унывай. Целую тебя. Я вас всех тоже. Какие мысли у вас возникли? Мне очень больно. Я ей так верил. А она все время обманывала. Что там у Машки стряслось? Кто ее обидел? Да есть там один с обстоятельствами. А ты же знаешь Машку. Она не будет прощать все подряд ради того, чтобы мужик рядом был. Ну, в этом мы с ней похожи. Хорошо, что я перед тобой ни в чем не провинился. Даже боюсь представить, что ты со мной сделала. Сереж, хочешь чаю? А ты будешь? Угу. Ну, я тогда тоже. Милая, что случилось? С тобой все в порядке? Все нормально, не волнуйся, просто голова закружилась. Правда, все в порядке? Да. Сейчас закружилась сегодня утром в лаборатории. Ты от меня ничего не скрываешь? Сереж, не выдумывай. Я тебе еще бутерброды к чаю сделаю. Ну, чего вы так расстраиваетесь? Пенсия – это еще не конец жизни, а вы всегда для нас будете дорогим и желанным гостем. Да, гостем, да. Понимаете, ну я ничего не могу поделать. К сожалению, так устроена жизнь. Смена поколений. Конечно, я понимаю. Да? Евгений Францович, вам плохо? Что случилось? Мария Алексеевна, ничего не случилось. Просто Иннокентий Францович все слишком близко к сердцу воспринимает. Да? Да. А сердцу пора отдохнуть. Да. Что значит отдохнуть? Ты что, Иннокентия Францовича собираешься на пенсию отправить? Что значит отправить? Понимаешь, я на его ставку могу 2 молодых педагогов нанять. Я сегодня же пишу письмо в министерство и отказываюсь от звания. А когда сюда приедет комиссия и начнут разбираться в причинах, я ей расскажу, что ты здесь творишь и что сократили бюджетные места. Ты хочешь мне отомстить? Отомстить? Именно. Я не понимаю, это же очень глупо вспоминать, когда когда-то тебе предпочли другую. Ты думаешь, я комиссии не объясню, что за твоим дешевым пафосом стоит банальная ревность? Ты идиотка. Не смей так говорить женщине. Вы еще здесь? Я думал, вы уже ушли заслуженно отдыхать. Алло, скорая? Человеку плохо. Сердце. Эта дура Лаврова совсем с катушек слетела. Она собирается накатать телегу в министерство и отказаться от звания. Значит, все-таки она решилась, да? Все делай, что хочешь. Но поставь ее на место. Мне тут скандал не с руки. И учти, если под меня копать начнут, тебе сухим из воды в этот раз не выйти. Я вас понял, Валерий Петрович. Надеюсь, ты еще не забыл, как на коленях меня тут стоял и прикрыть просил?
А? Если бы не я, ты сейчас бы под следствием был, а не где в Тоскан-Кресте бы сидел. Обещаю вам, что я разберусь с этой Лавровой. Ну так вот разберись. Разберись! Простите, пожалуйста. Простите, можно я с вами поеду? Пожалуйста, у него никого нет. Его сразу положат в реанимацию. Посторонних туда не пускают. Поэтому ехать вам никуда не надо. Завтра с утра позвоните, узнаете, когда его можно навестить. Состояние тяжелое, но мы постараемся сделать все возможное. Спасибо. Да, Андрей. Я тебя слушаю. Маш, привет. Я тут по Тищенко такого накопал. Давай сейчас увидимся. Я только с работы приехал и сейчас быстренько в душ. Могу к тебе заехать? Хорошо, как скажешь. Я адрес вышлю. Что ты будешь на обед? Петя сырники заказал. Я сейчас ухожу, у меня встреча по работе. А когда ты вернешься? Слишком много вопросов, Кристина. Лилия Борисовна, я вас позвал по очень деликатному поводу. Вы знаете, что произошло? Да, конечно. Мы соберемся с коллегами и навестим Иннокентия Францевича. Да, конечно, конечно. Но и не только об этом. Понимаете, произошла еще для меня очень неприятная ситуация с Лавровой. Да уж, учительская вся просто гудит. Я не знаю. Такое поведение недопустимо. Вы же понимаете, что это репутация нашей школы. Я абсолютно с вами согласен. Но она теперь учитель года, и я не могу ее просто так уволить. Поэтому я хотел с вами посоветоваться, Лилия Борисовна. Может, вы подскажете, как мы можем решить эту проблему? Марк Викторович, очень хорошо, что вы сейчас сами об этом заговорили. Я, честно сказать, и сама собиралась к вам зайти. Я вас внимательно слушаю. Дело в том, что у Марии Алексеевны очень близкие отношения с отцом Пети Назаренко, женатым отцом своего ученика. И ко мне приходила его мать. Она очень просит принять меры. Ничего себе. Это же серьезный сигнал. Скажите, она сможет подтвердить свои слова публично? Я в этом не сомневаюсь. Я прослежу. Извините. Да, Мария Алексеевна. А вы на работе? Зайдите ко мне в кабинет. Лилия Борисовна, расскажите мне об этом Андрея Назаренко. Входите. Вызвали? Вызывал. Лилия Борисовна, спасибо, оставьте нас наедине. Разумеется. Присаживайтесь, Мария Алексеевна. Смотри, Маш, что получается. Ты, с одной стороны, борешься с несправедливостью, отказываешься от звания в знак протеста, а с другой стороны, заводишь роман с женатым отцом своего ученика. Ты же понимаешь, я на это не могу не отреагировать.
На мне ответственность за школу, за коллектив, за моральный дух. Что ты хочешь? У тебя есть два варианта. Или мы с тобой сейчас мирно договоримся, ты прекращаешь весь этот шум по поводу дотации бюджетников, звания, продолжаешь спокойно работать, а я закрываю глаза на твои отношения с Назаренко. Или? Или я увольняю тебя с большим шумом. И все твои потуги раздуть скандал и таким образом заставить меня и Тищенко принять твои условия кажутся бессмысленными. Значит так, смотри. Лицей информатики министерство выделило деньги на современные компьютеры. Но Тищенко заявил, что ремонт крыши в этой школе актуальнее. Деньги перевели на счет строительной фирмы, а потратили их на ремонт дачи Тищенко. Ну, конечно, крышу отремонтировали за счет родителей. И вот смотри, про дотации. Их никогда не вернут. Тищенко на эти деньги купил автомобиль премиум-класса. Машина стоит у него в гараже. По документам она куплена для нужд департамента. А по факту на ней разъезжает его жена. Маш, мы из этого такой материал сделаем, что Тищенко не только снимут, но еще и посадят. Андрей, почему ты думаешь, что этот материал опять не снимут с эфира? А я его даже на канал давать не буду. Размещу в интернете и в социальных сетях. А знаешь что? Ты можешь пока ничего не делать. У меня есть идея. С такими, как Тищенко, нужно говорить на понятном им языке. Ну ладно, как скажешь. Но ты же такая бомба. Добрый день. Вы знаете, а я даже не сомневалась, что встреча по работе, на которую пошел мой муж, это встреча с вами. Кристина, что ты здесь делаешь? Ну как что? По-моему, нам есть о чем поговорить. Нам же есть что обсудить, правда? Извините, мне нечего обсуждать. Это ваше с Андреем дело. Но это не совсем так, моя дорогая. Андрей, как человек деликатный и очень порядочный, не может объяснить вам всей сути происходящего. А я могу, потому что эта ситуация касается моей семьи. Кристина, что ты несешь? Какая семья? Нашу семью ты слила в унитаз еще 2 года назад. Да, я ошиблась. Но теперь я хочу все исправить. Между прочим, у нас есть сын, которого я очень сильно люблю, и которому нужны мама и папа. И ты вчера, по-моему, был очень даже не против того, чтобы мы снова стали семьей. Маш, пойдем отсюда. Она сошла с ума и сама не знает, что несет. Ну, Андрюша, ну разве этой ночью между нами ничего не было? И я не вру. Если вы напрямую спросите у Андрея, он тоже не соврет. Но вы же знаете. Я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали. Я сделаю все, чтобы сохранить свою семью. Все. Понимаете? Довольно? Закажи мне, пожалуйста, бокал белого вина. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Машенька, привет. Добрый вечер. Сереж, я не могу дозвониться Наде, она дома? Нет, еще не вернулась. Дороги, наверное. Маша, у тебя что-то случилось? Если честно, да. Надя говорила, что... Сереж, я увольняюсь и хочу уехать отсюда.
Можно я у вас остановлюсь пару дней? Машка, ну конечно можно. Ты же знаешь, мы тебе всегда рады. Приезжай. Спасибо. Передай, пожалуйста, Наде, что я звонила. Ладно? Конечно, передам. Ты мне скажи, что случилось. Я чем-то могу помочь? Извини, я сейчас не могу. Давай я тебе все расскажу, когда приеду. Ну хорошо, договорились. Машка, я хочу, чтобы ты знала. Ты всегда можешь мне позвонить в любое время, слышишь? В любое время. Хорошо, спасибо тебе. Пока. Это наклеп. Фальшивка, которая ничего не стоит. Вы просто не досмотрели все до конца. Там еще будут интервью со свидетелями и другие интересные видеоматериалы. Я думаю, вы с удовольствием посмотрите сюжеты о себе на телевидении и в интернете. Чего вы добиваетесь, Мария Алексеевна? Валерий Петрович, верните детям украденные дотации. Я отсюда увольняюсь, уезжаю, и больше вы обо мне не услышите. Если вы все сделаете, я обещаю вам, огласки не будет. А я свои обещания, в отличие от вас, выполняю.